Создатель и лидер КПСС приехал в Коми, чтобы лично поддержать региональный список кандидатов в Госсовет. Андрей Богданов, между прочим, известный как кандидат на пост президента России в 2008 году, активный участник выборных кампаний разного уровня и разных регионов. Коми стала 73-м субъектом в его списке. В списке партии у нас он значится вторым, сразу после Сергея Пономарева, кандидата на пост главы. Первый номер мы уступили нашему товарищу Сергею Пономареву, которого выдвинули на главу республики, и уверены, что он поборется за это место. Тем более, что я уверен, он будет единственным коммунистом в бюллетене. И уверен, что избиратели, которые помнят Советский Союз, которые когда-то голосовали за КПСС до 1991 года, и в этот раз проголосуют за КПСС. На сегодня желание принять участие в выборах изъявили, внимание, уже 14 партий. Парламентские, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Еще две партии, также освобожденные от сбора подписей, Коммунисты России и Родина. Далее партия Возрождение России, Зеленая альтернатива, КПСС, партия Народной свободы и партия, цитата, «добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров против насилия над животными». Это ее название. В выборной гонке на данный момент также принимают участие три партии, которые никогда не участвовали в выборах на территории Коми. Это партия «За справедливость», партия «Прогресса», Демократическая партия России. 29 июля заканчивается период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы главы Республики Коми и депутатов Государственного совета, как по единому избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам. В настоящий момент времени документы на регистрацию по единому избирательному округу представили три избирательных объединения. Это Коммунистическая партия Российской Федерации, Политическая партия Коммунисты России, региональное отделение, соответственно, и региональное отделение Российской политической партии «Единая Россия». Два списка мы уже зарегистрировали, это КПРФ и Коммунисты России. Напомним, на пост руководителя республики выдвинулись 5 человек. Это самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель политической партии «Зеленая альтернатива» Виктор Бетехтин, от КПРФ Олег Михайлов, от ЛДПР Андрей Никитин, от КПСС Сергей Пономарев. Выборы всех уровней назначены, напомним, на 13 сентября.